Доброе утро, Якутия! Наступил очередной рабочий день этой недели. Вместе с вами в этой студии я, Руслан Ачиров. И минувшим днем мы с вами отмечали дату наступления якутского Нового года, День Эсэха. Ну а сам праздник мы с вами будем отмечать уже в эти выходные 24 и 25 июня. Так что в рамках нашего эфира мы сегодня также будем говорить об этом празднике. Что еще мы вам сегодня покажем, давайте узнаем прямо сейчас. В рубрике «Мой доктор» мы расскажем, как обезопасить себя от жары и от солнечных лучей, чтобы не было серьезных последствий. Тему медицины мы продолжим информацией о нововведениях в российском законодательстве, которые вступают уже с этого сентября. И касается это детей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно покажем рубрику «Пусть мама придет». И мы уже 2 эфира рассказываем вам о детях из Алданского района. Далее будут новости из мира науки, и в конце нашего выпуска мы расскажем о киноновинках этой недели. Так что будьте вместе с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал и заряжайтесь бодростью вместе с нами в это утро. Ну а чтобы встретить полноценно этот день, давайте узнаем, какая погода за окном. В центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составляла от 8 до 14 градусов тепла. В заречной группе улусов 12-15 градусов, в южных 6 плюс 7 градусов. В Вилюйской группе улусов 13-14 градусов, в Нижнеленских 13, в западных 8-13 градусов выше нуля. В Колымо-Индигирской группе улусов от 14 до 23 градусов тепла. В Янских 8-9, на северо-западе республики 12-13 градусов. Температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра составляла 14 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22, плюс 24 градуса. Давайте начнем наше утро правильно, и чтобы остаток недели провести плодотворно, увидим несколько советов, как начать утро нового дня. Просыпайтесь раньше обычного. Ранний подъем включайте в себя достаточно преимуществ. Утренние дела выполняются спокойно и уравновешенно. Процесс не превращается в беготню. Это дает возможность размеренно подготовить себя к работе и начать выполнять новые задачи раньше других, проведя первые часы после пробуждения без стресса и торопливости. Человек становится продуктивнее и в середине дня сохраняет положительный настрой. Улыбайтесь и думайте о хорошем. Чтобы правильно начинать день, постарайтесь улыбнуться сразу же, как проснетесь. Ученые подтверждают, что улыбка как при пробуждении, так и днем стимулирует выработку эндорфина, дофамина и серотонина, веществ, ответственных за хорошее настроение. Это способствует укреплению иммунной системы. Заправляйте кровать. Застелить постель – один из самых простых приемов в том, чтобы стать дисциплинированнее, ответственнее и продуктивнее. Вы создаете не только визуальный порядок в комнате, но и упорядочиваете себя внутри. Это простое и быстрое действие, говорящее о правильном начале дня. Вы уже выполнили одну задачу, и она оказалась легкой. Привычка заправлять кровать дает понять, насколько важны детали, как они могут становиться ключевыми звеньями в цепочке дел и прокладывать путь к большим проектам. Когда вы придете домой вечером и увидите аккуратно сложенную постель, то поймете, что верно поступили утром. Пейте теплую воду с лимоном. Выпейте стакан воды с соком целого или половины лимона после чистки зубов. Это полезно для здоровья. Лимонный сок очищает почки и печень, стимулирует их к эффективной работе. В лимоне много витамина С, одного из ключевых веществ, необходимых для сохранения крепкого иммунитета. Вода с лимоном стабилизирует кислотно-щелочной баланс в организме, препятствуя вымыванию полезных веществ из костей и тканей. Делайте зарядку. Утренняя зарядка расслабляет мышцы после сна. Да, они остаются напряженными после этого. Усиливает кровоснабжение тканей и внутренних органов. Используйте обычные упражнения, растяжки или простые позиции из йоги. Сеанс 10-15 минут приведет тело в порядок и настроит его на производительный день.
Медитируйте. Начните день с утренней медитации в тишине. Она имеет несколько положительных эффектов. Нормализует эмоциональный фон, снижает стресс, повышает стрессоустойчивость, укрепляет иммунитет. Не обязательно достигать медитативного транса. Просто расслабьтесь, сосредоточьтесь и проведите в спокойном расположении духа несколько минут. Завтракайте здоровой пищей. Об этом говорили и скажут еще тысячи раз. Завтрак – главный прием пищи для человека, особенно для тех, кто старается жить эффективно. Полезный завтрак насыщает до середины дня, поддерживает концентрацию и дает энергию. Создавайте. Прежде чем поехать на работу, посмотрите новости, проверить почту или отправиться на собрание. Создайте. Пусть это будет пост в блоге, рисунок, вышивание, видео, фото или инфографика. Неважно. Главное не обязанности, а творчество, которое позволит правильно начинать день. Утренние привычки могут как построить рабочий день, так и разрушить его. Используйте эти советы, чтобы каждое утро начиналось с удовольствия от жизни и заботы о себе, а уже потом о работе. Мы рады приветствовать всех, кто к нам присоединился. Желаем вам доброго утра и отличного начала дня. Необходимость в регистрации по месту жительства, например, постоянная прописка либо пребывание, временная прописка, может возникнуть у человека по разным причинам. К примеру, человек купил квартиру, переезжает в другой город или страну. Прописка нужна для получения других государственных и муниципальных услуг. На самые популярные вопросы о регистрации по месту жительства и по месту пребывания нам сегодня ответит Маркова Валерия, специалист клиентской службы регионального центра телефонного обслуживания центра «Мои документы». Доброе утро. Доброе утро. Валерия, расскажите, вот что делать, если гражданин хочет прописаться, например, в чужой квартире, да, а собственник не может подойти? В случае, если требуется гражданину прописаться по месту жительства, в чужой квартире, то все собственники должны быть на это согласны. Свое согласие, если собственник не может лично подать в письменном виде, то необходимо данное согласие ему удостоверить у нотариуса. Далее уже прописывающийся гражданин, необходимо, чтобы он подошел с данным согласием на прописку. В этом случае присутствие собственника не требуется. То есть нужна, так сказать, нотариальная доверенность, да? Угу. А можно ли прописаться электронно? Да, в случае, если оформляет гражданин временную либо постоянную регистрацию, при подаче заявления электронным способом через портал государственных и муниципальных услуг, госуслуги, ему необходимо выбрать подразделение МВД, в которое он будет в дальнейшем обращаться, потому что подойти в МВД, в орган, необходимо будет все равно. Далее выбирает дату и время, и в назначенную дату и время подходит вместе с собственником, где они оформляют, уже пишут заявление, и собственник дает свое согласие. Если же собственник не может подойти, то сам прописывающийся гражданин подходит уже с нотариальным согласием собственника. И здесь хотелось бы отметить, что постоянная прописка именно необходимо подавать в том адресе, где вы находитесь по месту жительства. А в случае, если требуется электронно оформить, то здесь полностью получить в электронном виде услугу возможно, если оформляется временная регистрация. То есть здесь должны быть соблюдены условия, что у гражданина, прописывающего, имеется подтвержденная учетная запись, и у собственника имеется подтвержденная учетная запись на госуслугах. И уже далее прописывающий гражданин подает заявление, и в этом случае поступают уведомления уже собственнику в личный кабинет на госуслугах, где он должен дать свое согласие. Далее уже результатом услуги гражданину, который прописывается, поступает свидетельство о временной регистрации ему в личный кабинет в электронном виде. Ему достаточно вот только просто распечатать, правильно? Или... Да, можно подойти в центр «Мои документы». У нас предоставляется услуга как распечатка результатов из именно госуслуг, и он может данное свидетельство получить в бумажном виде. Хорошо. Вот, например, я хочу прописаться в городе А, но проживаю в городе Б. Вот что делать в этом случае? Да, в случае, если требуется гражданину прописаться по одному адресу, но фактически он находится в другом населенном пункте, информируем, что по месту жительства либо пребывания прописаться нельзя. То есть уполномоченным органом МВД именно является тот орган, по которому находится, так скажем,
помещение, в которое желает прописаться гражданин. То есть необходимо именно в том районе подавать заявление, да, по месту регистрации, в котором он находится. Понятно. Вот, например, человек находится в другой стране, и как его можно выписать из квартиры? Если возникла такая ситуация, что гражданин находится, либо проживает за пределами Российской Федерации, лично подойти и обратиться в МВД нет возможности, то он может почтовым отправлением направить заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства с указанием места выбытия в орган МВД, да, необходимо данное заявление удостоверить в дипломатическом представительстве, либо в консульском учреждении в той стране, да, где проживает гражданин, либо удостоверить свою подпись у нотариуса с проставлением апостиля. Можно ли прописать человека по нотариальной доверенности? Да, по вопросу, можно ли прописаться по нотариальной доверенности, да, информируем, что действующим законодательством Российской Федерации, да, такое не предусмотрено. То есть сам человек должен? Да, это такая услуга, где необходимо, чтобы сам гражданин лично обратился. Я купил квартиру, например, и как мне прописаться? Если уже собственник квартиры хочет прописаться, да, в свою собственность, то для этого достаточно обратиться в Центр «Мои документы», либо уполномоченные органы МВД. Также можно подать заявление через портал госуслуги электронно и подать заявление уже. Да, для этого потребуется предоставить паспорт и правоустанавливающий документ на квартиру. Данный документ не обязательно предоставлять, да, так как орган может сам запросить сведения, но в этом случае возможно увеличение сроков рассмотрения заявления. А скажите, вот насколько сегодня актуальны вот такие услуги? Пользуются ли они популярностью? Да, очень актуальная услуга. У нас каждый день, так скажем, да, поступают звонки именно с целью прописаться, оформить прописку. Ну да, это, наверное, такой один из основных вопросов. Но мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях была Маркова Валерия, специалист клиентской службы регионального центра телефонного обслуживания Центра «Мои документы». Мы вас благодарим за очень объемную, интересную информацию. Думаю, что многим нашим телезрителям эта информация была полезной. Ну а сейчас, дорогие друзья, телезрители, мы прервемся на блок новостей. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Половину платежей за аренду жилья предлагают компенсировать россиянам до 35 лет. По условиям будущей программы параллельно нужно будет копить на первоначальный взнос. Параллельное накопление средств на покупку своего жилья в новостройке будет обязательным условием. Анонсировать подробности новой меры планируется в течение ближайших месяцев. Минстрой разрабатывает программу совместно с Дом РФ и Росмолодежью. Потенциально она сможет охватить 310 тысяч человек ежегодно. Сроки старта программы пока не называют. С 22 июня начинает прием документов приемная комиссия по набору абитуриентов на целевое обучение в вузы и профессиональные образовательные организации, расположенные за пределами республики. Целевые места сформированы на основании заявок министерств и ведомств путем прогнозирования потребностей в специалистах. Приоритетными направлениями подготовки являются клиническая медицина, образование и педагогические науки, информатика и вычислительная техника. Прием документов от лиц, поступающих на целевое обучение в образовательные организации, проводится в дистанционной форме. Служебная собака – спецсредство сотрудников МВД России. В Якутске в кинологической службе МВД находится более 100 служебных собак, из которых 60 работают в столице региона. В центре работает штатный ветеринар, который регулярно обследует животных. В центре оборудованы кабинеты для осмотра рентгеновских снимков и хирургических операций. В Якутии Центр кинологической службы МВД работает с 2001 года. У каждой собаки свой кинолог, который обучает его с детства и становится ему не просто хозяином, но и надежным напарником. Служебные собаки, они свою службу начинают где-то с 8-9 месяцев, в основном с года. До этого времени проходит обучение как общий курс дрессировки, то есть послушание, реагирование,
И затем уже идет по направлениям деятельности. То есть кинолог берет собачку и уже конкретно по конкретному направлению. То есть либо следовая работа, либо наркотики, либо взрывчатка. То есть обучение собаки в среднем где-то от 4 месяца где-то получается вот так. Долгожданное событие в мире искусства. Впервые в истории Саха академического театра пройдут дни русской театральной школы «Учитель перед именем Твоим». Мероприятие посвящено Году педагога и наставника в России и приезду выпускников 6-й якутской студии театрального училища имени Щепкина. Выпускники представят на сцене Саха театра свои дипломные спектакли и зажгут новые имена звезд театрального искусства Якутии. Помимо этого, в рамках дней пройдут мастер-классы от профессоров Щепкинского училища и пресс-конференции. Для нас это дни нашего курса, дни возвращения, дни нашей такой аттестации. Мы привезли 5 спектаклей. Они идут на русском языке, на якутском языке. Потом мы показываем небольшой концерт, такой из нескольких номеров, просто даже без какого-либо, без комментариев, просто номер за номером. Вот там и движение, и фехтование, и танцы, и речь, и в общем, все мы решили, вот все, что можем показать. В новом учебном году дети с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться по единым федеральным адаптированным образовательным программам, сообщила директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская на заседании Координационного совета по вопросам социальной интеграции детей и молодых взрослых с инвалидностью и ОВЗ под председательством уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. И для дошкольного, и для начального, и для основного общего образования детей с нарушениями зрения, слуха, речи, двигательной сферы, ментальными нарушениями выделены все те специфические моменты, которые должны быть в обязательном порядке реализованы в системе образования. Речь идет, конечно, о том, чтобы в образовательной организации были созданы не только пространства архитектурно доступные для обучающихся с нарушениями, в первую очередь слуха, зрения и двигательной сферы. Мы говорим также об обеспечении специалистами, имеющими компетенции, направленные на формирование коммуникативных навыков, социального взаимодействия, преодоления аффективных нарушений и нежелательного поведения, сказала Лариса Фальковская. Друзья, ну а в продолжении нашего эфира достаточно тоже актуальная тема. В рубрике «Моя профессия» мы расскажем вам о профессии стоматолога. Меня зовут Алена Дмитриева. Я являюсь практикующим врачом-терапевтом. Я в профессии с 2015 года, получается. Интернатуру окончила в 2015 году. И, соответственно, в городе Иркутске. С самого детства мечтала, что я буду врачом. У меня родители оба врачи-стоматологи. В основном это заслуга, конечно, родителей. Я в этом котле, можно так сказать, варилась с детства. И стоматология, это, можно так сказать, что это мечта детства. Работаем мы вместе в дружном коллективе, делегируем различные полномочия, скажем так, да, то есть я знаю свою работу, и дальше направляю, если пациент нуждается. Ну, как мы стараемся вообще в комплексе работать, да, не оказывать точечно, скажем так, лечение, а предоставлять полный спектр, чтобы у пациента был выбор. Работа очень нравится, я люблю, фанат своего дела, фанат своей профессии. Также я состою с недавних пор, буквально вот с начала этого года, являюсь членом стоматологической ассоциации Республики Саха-Якутия. Ну и любезно пригласили быть в этом году впервые, для меня это, если честно, так волнительно, быть членом экзаменационной комиссии у новоиспеченных докторов, которые будут выпускаться в этом году. Считается, что стоматология – это своего рода какое-то ремесло, но я с этим не совсем согласна, потому что стоматология, ну вот как обычный ремесленник, да, так тоже нельзя сказать. Мы тоже не должны
себя так ощущать, не должны так себя позиционировать. Все-таки это огромный труд, и труд в том числе интеллектуальный, и труд в том числе физический. Потому что стоматологи меня поймут, когда после целого дня работы просто выходишь с кабинета, спина прощается морально. Вот. Но мне, слава богу, помогают такие инструменты, как бинокуляры мои. Вот там вот они лежат, кстати, увеличивающие такие очки. Они мне позволяют сидеть более-менее в прямом положении, так называемое положение 9 или 12 часов, где я могу сидеть с прямой спиной. Ну, вот так вот, поэтому всем стоматологам желаю карьерного роста, благодарных, лояльных пациентов. И пациентам желаю не бояться, больше ответственности, скажем так, да, за себя, за свое здоровье, потому что врач вам помогает, конечно, но дает какие-то советы, но соблюдаете ли вы рекомендации врача, это все только на вашей совести. Вот, поэтому здоровье, берегите зубы. В эти выходные в городе Якутске обещают уже плюс 29, плюс 30 градусов жары. И уже со следующей недели такая температура воздуха продержится всю неделю. Так что настала пора правильно защищаться от солнца. Далее наш эфир продолжит наша традиционная рубрика «Мой доктор», где ведущая рубрики Татьяна Кехтер расскажет пару советов, как уберечь себя от знойной жары. Доброе утро! Прежде чем мы будем говорить о влиянии жары на сердечно-сосудистые заболевания, перечислю и другие негативные факторы. Неправильное питание, избыточная масса тела, курение, сахарный диабет, метаболический синдром, одним из которых проявлений является снижение чувствительности тканей к инсулину. А также повышается риск развития атеросклероза, злоупотребление алкоголем, низкий уровень физической активности, психологическое напряжение, стресс и наследственность. В зоне особого внимания люди пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, диабетом, а также пациенты с ограниченной подвижностью, в том числе лежачие больные. Что делать, чтобы сохранить здоровье в жару? Первая рекомендация для людей, которые уже имеют проблемы в работе сердца и сосудов – не прекращать прием препаратов. Иногда летом пациенты отмечают нормализацию давления на фоне улучшающихся показателей и самочувствия, и они прекращают прием лекарств, что является ошибкой. Избегайте пребывания на солнце с 12 до 17 часов в пиковые температурные нагрузки. Пейте больше воды для поддержания водно-солевого баланса. Кофе, чай и другие кофеин-содержащие напитки, включая энергетики, а также алкоголь, исключите из рациона. Если вы работаете, например, на даче, то чередуйте труд с отдыхом, не нагибайте сильно и не опускайте голову вниз. Разгорячившись на летнем солнце, не переохлаждайтесь резко. В жару нельзя прыгать в холодный водоем или обливаться ледяной водой. И, конечно, не забывайте про головной убор. Если вы знаете, что в период летней жары будете проводить время на даче и на отдыхе, подстрахуйтесь, возьмите с собой тонометр, чтобы контролировать уровень артериального давления. Ведь предупредить развитие проблем всегда проще, чем потом избавляться от последствий обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Будьте здоровы! Жара для кого-то хорошо, а для кого-то плохо. Вот, например, лично я летом люблю какую погоду? Если рабочий день, то люблю, чтобы было попрохладней. А если выходной и еще рядом есть река, то, конечно, чем жарче, тем лучше. Но обычно летом мы в жаркий день переодеваемся по нескольку раз. Этому способствует ряд причин. И, конечно, одежда становится быстрее, уже некомфортно в ней находиться. Ну и, конечно, из-за этого всегда летом происходит бардак в наших шкафах и на полках. Поэтому далее мы вам покажем и расскажем полезные советы, как быстро убрать вещи и разложить их аккуратно по полочкам. Наверняка вам знакома ситуация, когда кажется, что складывать вещи просто некуда. Заполнен весь шкаф. Возможно, что дело не в том, что вы давно не проводили ревизию, а в неправильном складывании своих вещей. Сегодня мы расскажем секреты, которые помогут вам с бардаком на полках.
У каждого из нас есть в гардеробе пара джинс и брюк. Но как же их сложить, чтобы они не занимали много места и красиво выглядели на полках? Этот способ легок в исполнении и будет отлично смотреться на полке. Но есть альтернативный способ. Скрутите джинсы или брюки в трубочку. В таком виде одежда займет минимум места, а также это отличный способ для хранения джинс в чемодане. Что же делать с рубашками, на которых не хватило вешалок? Воспользуйтесь следующим советом, и ваша рубашка будет красиво лежать на полке и не создавать визуальный шум. Попробуйте сложить футболки так. Благодаря этому стопки футболок будут выглядеть ровными и аккуратными, а футболка меньше мнется. Но если вы приверженцы вертикального хранения, то используйте следующую методику. Она подойдет тем, кто не боится глажки перед тем, как надеть вещь. Эти советы помогут вам облегчить уборку и помогут придать эстетичный вид содержимого в вашем шкафу. Каждый ребенок должен жить и воспитываться в семье. И если он оказался лишен этого, то замещающие семьи, опекуны и приемные родители могут стать для него самыми близкими людьми и подарить семейное счастье. Мы надеемся, что и для 4-летней Валерии найдется семья. Познакомьтесь, Валерия. Молодец. Правильно, правильно. Дальше собирай, дальше собирай. Дальше собирай. Нет, нет, зелененький, вот это вот зелененький. Ладно. Да. Валерии 4 года. Она шустрая и эмоциональная девочка. Лерочка у нас доброжелательная, веселая, любит к себе внимание, любит играть с разными игрушками. С мишкой, с машинкой, с куклой. А больше всего она любит наряжаться. Кто это у Дедушки Мороза? Это кто? Красивая такая, нарядная. Кто? Внучка Дедушки Мороза. Кто? Кто? Ну, внучка. Иди садись, давай мячик поиграем. Иди сюда. Иди сюда, садись. Я тебе покачу. А ты? Валерия веселая и подвижная. Она любит бегать, играть, но в силу определенных проблем со здоровьем ей требуется особый подход. Было бы здорово, если бы для Валерии нашлась любящая и заботливая семья. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы вам предлагаем узнать, какие праздники и знаменательные даты отмечаются сегодня на календаре. 22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. В 1941 году в этот день фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. По народному календарю 22 июня лето вступало в свой расцвет. Наступал самый длинный день в году. Убить комара в этот день считалось хорошим делом. Их количество от этого должно было пойти на убыль. 22 июня 1633 года Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Ученого обвинили в ереси. Суд длился почти 3 месяца. В итоге Галилей, стоя на коленях, отрекся от своего учения. 22 июня 1668 года царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря на островах в Белом море. Монахи-староверы отказались принять церковные реформы патриарха Никона и оказали вооруженное сопротивление царским властям. 22 июня 1941 года началась героическая оборона Брестской крепости. Большинство защитников крепости погибли. 22 июня 1767 года родился Вильгельм фон Гумбольдт, немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель и дипломат. 22 июня 1898 года родился Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.
22 июня 1903 года родился Джон Диллинджер, американский преступник, самый знаменитый грабитель банков. 22 июня 1947 года родилась Наталья Варлей, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. 22 июня 1949 года родилась Мэрил Стрип, американская актриса кино, театра и телевидения, общественный деятель. 22 июня 1950 года родилась Светлана Крючкова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил и Фёкла. Ну а далее, дорогие друзья, мы открываем страничку, которая посвящена открытиям науки и, в общем, интересным новостям. Вот начнем мы с такой новости, что первые упоминания поцелуя в литературе оказались более древними, чем считалось ранее. Недавнее исследование говорит о том, что наиболее ранние упоминания о поцелуях в истории датируются 2500 годом до нашей эры. Это на тысячелетие раньше, чем полагали прежде. До этого считалось, что первую известную запись о поцелуях содержал индийский манускрипт примерно 1500 года до нашей эры. Но теперь пальму первенства в этом вопросе переняли месопотамские текстовые памятники. По словам ученых, поцелуй являлся обыкновенной составляющей романтических отношений в древности у представителей почти всех культур, а не только в определенной местности. Увы, из-за поцелуев в обществах тех времен также распространялись инфекционные заболевания, к примеру, герпес. В исследовании также рассматривались поцелуи у приматов. Так, у шимпанзе и бонобо встречаются подобные практики, что говорит об их общей природе с ближайшими предками людей. Голодание помогло подопытным мухам прожить дольше. В Мичиганском университете исследователи выяснили, что благодаря голоданию может быть замедлен процесс старения организма. Это подтвердила серия опытов с мухами, которым устроили диету с уменьшенным количеством аминокислот БЦА. Мухи, питавшиеся такими блюдами, прожили дольше. Исследования проходили с применением оптогенетического метода для активации нервных клеток, ответственных за ощущение голода у насекомых. На мух направляли световое излучение красного цвета. Те подопытные, на которых светили больше, лучше воспринимали и усваивали питательные вещества и дольше прожили. Ученые предупреждают, что полученные результаты пока рано применять к людям, но в ближайшее время связь голода и долгожительства проверят на других животных. А теперь мы переходим к новостям из мира животных. Так, в Выборгском районе Ленинградской области выпустили в Балтийское море 3 тюленей после курса реабилитации. Как сообщили в пресс-службе водоканала Санкт-Петербурга, сильно исхудавшего тюленя дамбика нашли еще в апреле на территории дамбы. Маленькую пасху унесло от родителей на отколовшейся льдине в пасхальную ночь, а исхудавшую и напуганную выборгшу обнаружили местные жители в середине апреля. Сейчас все животные прошли курс лечения, набрали необходимый вес: дамбик 51 килограмм, выборгша 37 килограмм, пасха 35. Чувствуют они себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни. Сейчас в специализированном центре оказания помощи морским млекопитающим остались на реабилитации еще 6 найденных весной нерп. Все они набирают вес и готовятся к жизни в естественной среде обитания. А вот в Центре охраны дикой природы «Инстинкт» в Красноярском крае травмированные и раненые животные обретают приют и проходят реабилитацию в заботливых руках волонтеров. На кадрах можно видеть обитателей «Инстинкта» – медвежат, птиц, зайчат, сов, белок, крыс и других представителей фауны. По словам Тамирис, история приюта началась со спасения норок. Однако позже люди стали приносить и других зверей на содержание. Сейчас организация работает как центр реабилитации. Это все травмированные животные в 90% случаев, даже, наверное, в 95% случаев, которые попали в беду из-за человека.
Они врезаются в машины, в стекла врезаются, они садятся на провода, оголяют себе крылья и лапы. Медвежата к нам попали, потому что маму их убили браконьеры. Волонтеры центра хотят помогать животным адаптироваться к жизни на воле. Но для полноценного восстановления нужно больше пространства для размещения зверей. По словам Любови, центр организовал сбор на покупку нового участка земли. Это 20 гектар на берегу Енисея. Там рядом есть озеро, которое прям нужно для реабилитации животных. Там есть строение, самое главное, там есть сараи, куда бы мы уже могли перевести медвежат, такие добротные, из кругляка сараи. То есть этот участок стоит намного дороже, чем вот его продают. Центр охраны дикой природы «Инстинкт» сообщил в телеграм-канале, что продавец участка уже разрешил волонтерам переехать на новую местность и продлил срок рассрочки. Работникам приюта удалось собрать большую часть суммы на оплату земли. Но чтобы оплатить участок полностью, необходимо ускорить сбор средств. Центр охраны дикой природы «Инстинкт» – единственный волонтерский проект такого масштаба в Сибири. Заявляют сотрудники. Волонтеры спасают зверей и охраняют краснокнижных животных. Ну а мы продолжаем наш эфир. И у меня к вам, дорогие зрители, следующий вопрос. Первый месяц лета уже почти завершается. На следующей неделе уже июль месяц. Какие планы у вас на остаток лета? Что вы планируете? Ну, я, например, планирую съездить, возможно, получится, на озеро Байкал, немного отдохнуть во время отпуска. Ну, а мы провели небольшой опрос среди жителей столицы, и, как оказалось, многие этим летом собираются не отдыхать, а работать. Чем вы планируете заниматься летом? Работать. Отдых, работа, саморазвитие. А как будете отдыхать? С семьей, с друзьями. Наверное, работать. Я работаю, типа, деньги нужны. Отдыхать, да, это да. С детьми, куда-нибудь ходить. В деревне. Активный отдых? Активный отдых, да, на сенокос. Чем вы планируете заниматься летом? Работать. Не будете отдыхать? Ну, буду. А как планируете отдыхать? Ну, еще не запланировала. Проходить практику. Отдыхать будете? Нет. Ну, ходить по паркам или по развлекательным центрам, там, по другим городам, либо с друзьями или с родственниками куда-то либо поехать. Нет, я слишком занятой. Я это делаю здесь, работаю. Просто валяться пластом, либо активный отдых. Поездки, шашлычки, пикнички, кемпинги, возможно. В августе планируем. А какой отдых вы предпочитаете? Путешествие на машине. Угу. У вас уже было такое? Нет, впервые будет. Планируем в августе. Во Владивосток. Путешествовать. Куда? Ну, может, в деревню там съездить, отдохнуть и все. Мы уже отдыхали, в Сочи ездили. Вы предпочитаете активный отдых? Ну да. Но если у вас нет планов отдыхать этим летом и куда-либо ехать, то, думаю, намерение посетить национальный праздник Эсэх наверняка есть у многих. Ведь для якутян, независимо от национальности, этот праздник самый долгожданный после долгих месяцев зимы, где можно встретиться с родными, близкими, друзьями и вместе порадоваться наступившему такому короткому, но яркому лету. В этом году в Якутске Эсэх пройдет в местности Усхатын 24 и 25 июня. В программу Эсэха Туймады 2023 вошли 19 конкурсов, 4 из которых связаны с фольклором. Впервые в этом году будет проведен конкурс традиционного якутского праздничного конского убранства Кюн-Дегегей. Мастера представят свои работы на площадке с лошадью на ипподроме Усхатына. Как отметила начальник управления культуры, на площадке Сайлык будет организована выставка картин известных якутских художников из фонда Национального художественного музея, посвященных теме Эсэха. Национальный праздник в этом году богат на театрализованные мероприятия. 7 театров представят свои спектакли. В 4 из 6 информационных точек, где будут задействованы волонтеры культуры, можно будет на ограниченное время подключиться к Wi-Fi. Эсэх – это сплочение людей. Год проходит, и именно в эти дни с 21 на 22 июня начинается Новый год. И люди заряжаются энергией солнца, энергией самого длинного дня. Эсэху каждая женщина новое платье шьет себе, всей семье, членам семьи.
И когда мы маленькие были, тоже ждали этот день. И главное, круг делаем. И платье должно куполом стоять. Это значит очень хорошее платье. Мы якуты, да, Саха. Живем в очень суровой стране, в мире, который зимой до 60 градусов минус, летом до 40 градусов поднимается. И зима очень длинная, 7-8 месяцев, лето короткое. Надо успеть все это делать и праздновать, и работать. Мы вас поздравляем вот наступлением этих дней. И хочется, чтобы солнце было на весь год. Тепло от наших сердец пусть всегда напомнит именно эти дни праздника Г. Ну а сейчас давайте узнаем, какие киноновинки идут в столичных кинотеатрах. Это последний день ралли удачи. Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена». Великолепный, по-прежнему недосягаем. Анимационная комедия «Зверогонщики». Ралли «Шелковый путь» – уникальнейшая гонка. Предельные скорости, разнообразнейшие ландшафты и только лучшие зверогонщики мира. Правда, это не относится к Лори Жи, милому пушистому зверьку с большими глазами и добрым сердцем. Ему не везет на гонках, но он должен во что бы то ни стало обойти чемпиона Арчи Великолепного, чтобы спасти свой дом. Пожелаем ему удачи. Его соперники, млекопитающие и земноводные, тоже рьяно мечтают о победе и готовы на все, чтобы оказаться на финише первыми. Зверогонщики. «Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы» начинается как классическая история о переезде в дом по неизвестной причине, выставленной на продажу по довольно низкой цене. Естественно, главных героев это мало заботит. Молодые супруги Ава и Майк наслаждаются сельской тишиной и обществом друг друга. Им все равно, что по ночам в доме можно услышать таинственные голоса и скрипы. Но их отношение к странным теням и звукам меняется, когда старушка, живущая в доме напротив, приносит им в подарок шкатулку со старинным медальоном внутри. С этого момента героев начинают преследовать потусторонние силы, а жуткая история, произошедшая много лет назад, вновь повторяется. Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы. Я знаю, у кого твоя дочь. Детектив отдела нравов Боб Хайтауэр узнает, что его бывшая жена убита, а дочь похищена. Официальное расследование ведется медленно и бестолково, поэтому Боб увольняется из полиции и берется за дело сам. Он проникает в культ, чтобы выследить его лидера Сайруса с помощью единственной жертвы, которой удалось сбежать – Кейс Хардин. Бывший полицейский, покрытый татуировками и совершенно неузнаваемый, не знает, что ждет его впереди. Но он готов сделать все возможное, чтобы спасти свою дочь. Папа, убей их всех. Много веков все мы прятались на земле. Но тьма вновь нашла нас. «Трансформеры. Восхождение звероботов». Фантастический приключенческий боевик, 7-й фильм в киновселенной «Трансформеров». Это не наша война. Оптимус, мы должны доверять друг другу, чтобы защитить наш общий дом. Фактически это продолжение «Бамблби» 2018 года и прямого отношения к предыдущим 5 частям серии не имеет. Его можно считать мягким перезапуском всего проекта, который изрядно просел в художественном плане. В то же время лента должна стать первой из грядущей новой трилогии, повествующей историю звероботов. Эй, Ноа, ты за рулем. Да, детка! Тайлер, 9 месяцев назад ты пережил клиническую смерть.
Тайлер Рейк чудом выживает после бойни в Бангладеш. В удаленном доме в Австрии наемник зализывает раны и постепенно встает на ноги. Но совсем скоро Рейка ждет новая миссия. На этот раз бойцу поручают спасти из заключения женщину и 2 детей, которые помещены за решетку по злому умыслу мужа. Рейк отправляется в грузинскую тюрьму, натравив на себя, равно как и на бежавшую семью, ожесточенных и мстительных мафиози. Ситуация осложняется тем, что один из детей, сын Садро, не определился, на чью сторону встать – довериться американскому наемнику, убившему его отца, или продолжить фамильное кровное дело, примкнув к группе грузинских террористов. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Тайлер Рейк. Операция по спасению 2. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. С началом долгожданного лета дачники открывают новый сезон, нередко сжигая сухую траву и мусор, что может привести к возникновению пожаров в хозяйственных постройках и жилых домах граждан. Для предотвращения пожаров сотрудники Госпожнадзора проводят внеплановые проверки по соблюдению требований пожарной безопасности садоводческих товариществ, граничащих с лесным массивом, а их 33 на территории Якутска. Добавим, что особый противопожарный режим введен на территориях 7 муниципальных образований республики. Сенокос – одно из ярчайших событий лета для жителей Якутии. По состоянию на 6 июня в горном районе во всех категориях хозяйств имеется более 5500 голов крупного рогатого скота и свыше 5800 голов лошадей. В данное время хозяйство вовсю готовится к кормозаготовительной кампании. В течение лета более 400 звеньев планируют заготовить 12 155 тонн сена. В этом году у нас планируется на выход около 500 звеньев, из них больше 100 механизированных и около 200 полумеханизированных. Остальные ручная козьба будет. В этом плане есть выход вне Улуса, 3 хозяйства на островах Хатаса и Кангаласском Улусе. Там планируем. Символ плодородия, настойчивости и силы. В селе Саккырыр состоялось торжественное открытие сквера со скульптурой якутскому скоту. Идея создания скульптуры принадлежит руководству предприятия «Якутский скот». Директор Александр Артемьев обратился к главе Эвено-Батантайского улуса Гаврилу Горохову с предложением изготовить памятник. Инициативу поддержали. Далее было подписано 3-стороннее соглашение для финансирования и выполнения работ. Сквер «Якутский скот» – это благодарность жителям Эвено-Батантайского улуса, которые сумели сохранить и донести до наших дней уникальную породу якутского скота. В этом большая заслуга тружеников улуса, которые сохранили этническое своеобразие края. На базе спортивного лагеря РЛ Намского района подвели итоги республиканской военно-спортивной игры «Зорница». На протяжении 3 дней принимали участие 18 профессиональных образовательных организаций республики. Команды состязались в 4 основных этапах. Кроме основных этапов провели и 3 внезачетных конкурса. На лучший палаточный городок, конкурс блюд и конкурс песен у костра. Почетными гостями были участники специальной военной операции. Также в рамках Дней Зорницы прошли курсы повышения квалификации, республиканский педагогический конкурс «Педагог и студент». По итогам 3-дневного соревнования 3-е место заняли студенты Якутского сельскохозяйственного техникума. На 2-е место вышла команда Вилюйского педагогического колледжа. Победителем признана команда Намского педагогического колледжа имени Ильи Винокурова. От мероприятия очень приятные и теплые ощущения, потому что ты спокойно можешь с другими ребятами поиграть в волейбол, спокойно можешь, наверное, познакомиться, пообщаться, и все будет офигенно. А так, очень приятно, очень хочется подольше остаться тут. К этому часу это все новости. Хорошего дня.
Ну а под завершение нашего эфира мы хотели бы затронуть одну очень важную тему. Мошенники продолжают разными способами обманывать якутян и похищать деньги с их счетов. Чаще всего они делают это дистанционным способом. В средствах массовой информации людей неоднократно призывают быть бдительными, проверять информацию и не следовать инструкциям незнакомцев. Но жители Якутии продолжают попадаться на уловки преступников и, конечно же, дорогие друзья, лишаются своих сбережений. По данным МВД Республики, за 5 месяцев текущего года жертвами мошенников стали 700 жителей республики. Сумма украденных денежных средств за 5 месяцев составила 106,5 миллионов рублей. Какие новые схемы обмана появились у аферистов и как уберечь свои деньги, расскажет наш гость в студии, управляющий отделением Банка России по Республике Саха-Якутия Антон Коноплев. Антон Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам про новые схемы, которые появились сейчас у мошенников. Ну, мошенники не стоят на месте и все время стараются соответствовать требованиям текущего момента. Да? То есть, если люди активно пользуются своими телефонами, то и мошенники туда приходят. Но вот одна из новых схем – это мошенники стали осуществлять звонки через социальные сети. Через мессенджеры, да, звонок, ну, наиболее активно там у нас в республике распространены, наверное, WhatsApp, там, Telegram. Вот через эти мессенджеры осуществляют звонки. Этот звонок еще труднее, ну, как бы идентифицировать, поскольку логотип здесь легко подменить. Поэтому звонок вроде как выглядит от банка, человек верит, вступает в диалог, раскрывает свои данные, ну, что приводит к тому, что мошенники этим пользуются и похищают деньги со счетов граждан. Да, действительно, ну, вот у меня на личном опыте вот были звонки. Вот я еще удивился, ну, первый, когда был звонок именно по WhatsApp. Потом уже, ну, понятно, что это мошенник, как-то их уже, в принципе, достаточно легко их различить, но почему вот жители некоторые вот, да, все-таки ведутся на это. Ну, говорят, допустим, поступила ваша заявка на изменение финансового номера. Ну, понятно, что как бы это мошенники звонят. Ну, да, вот основа всех этих приемов – это вызвать обеспокоенность, в конечном итоге страх за свои сбережения, раскачать человека, вот, вывести его из состояния равновесия и какого-то адекватного восприятия, что ли. Вот, человек после этого начинает суетиться, нервничать и, ну, в конечном итоге бояться. И мошенники в этом случае говорят: ну вот давайте мы вам поможем, давайте мы вам защитим, давайте мы применим встречные там счета, защищенные счета. Я хотел бы еще раз напомнить, что никаких защищенных, никаких встречных кредитов, защищенных счетов не существует. Это все уловки мошенников. Существуют обычные счета, на которых хранятся ваши деньги. И если вы не раскрываете свои персональные данные, если вы не сообщаете код из СМС, если вы не сообщаете код с обратной стороны пластиковой карты, то с вашими деньгами ничего не случится. Кредитные организации хранят деньги, они отвечают за них, они будут нести ответственность, если вы ничего не сообщали, а деньги были утеряны. Деньги будут восстановлены. Но, наверное, отметить, что в целом цель вот мошенников, наверное, огромным количеством звонков все-таки вот как-то есть процент вот выудить, да, тех людей, которые поведутся на это. И в целом они этим и занимаются, получается. Да, огромное количество звонков происходит. Ну вот Сбербанк выступал и такую приводил информацию, что ежедневно делается 8,6 миллиона звонков. То есть это в целом по стране огромная цифра. Банк России в этом случае проводит работу в качестве обратной связи, блокирует такие телефоны. Например, за 2022 год мы заблокировали более 750 тысяч телефонных номеров. Чего себе. То есть это такая работа проводится, но, к сожалению, мошенники тоже на месте не стоят, они бомбят. Из последнего еще можно упомянуть, что начали обращаться от имени нашего регионального банка. Точно так же, ну, вроде как этот наш, он не может, да, ну, вот, но схема та же самая. Ваши деньги подвергаются угрозе, давайте мы вам поможем, давайте мы что-то сделаем, переведем их куда-то, да, или возьмите встречный кредит, чтобы закрыть вот тот, если на вас оформляется кредит, возьмите встречный кредит. Если, например, человек понял, что стал жертвой мошенников, что ему нужно делать и куда обращаться?
Если человек стал жертвой мошенников уже, то есть он в конечном итоге понял, что деньги он потерял, то, конечно, ему следует обращаться в правоохранительные органы, писать заявление. Я бы рекомендовал не доходить, не то что рекомендовал, я бы пожелал всем не доходить до этого момента, а рекомендовал гражданам в случае, если к ним обращаются мошенники, если прекратить разговор, значит, самому перезвонить в кредитную организацию по номеру, который указан на оборотной стороне карточки, либо на официальном сайте кредитной организации, уточнить состояние счетов и после этого, значит, уже принять решение. В последнее время очень распространена схема обмана с предложением инвестировать на рынке. И здесь я тоже... Модная тема, да? Модная тема, да. Я бы здесь тоже хотел обратить внимание наших граждан, чтобы они взвешенно подходили к этому выбору. Вместо того, чтобы сразу идти и соглашаться на предложение мошенников, проходить по каким-то ссылкам непонятным, устанавливать дополнительное программное обеспечение, они сначала фиксировали, кто к ним обращается, после этого на сайте Банка России, например, смотрели, не входит ли случайно эта фирма в список осуществляющих, предположительно осуществляющих мошенническую деятельность. Такой список на сайте Банка России публикуется. И после этого уже принимали решение. Поэтому на самом деле рецепт очень простой. Не надо торопиться. Финансы не терпят каких-то резких движений. Положите трубку, прекратите разговор, положите трубку, подумайте и после этого принимайте решение. Мошенники применяют еще и такую схему, что вы вот вроде как отключились, но они подключают ваших родственников. Родственникам уже не говорят про деньги, вроде как не выглядит мошеннической схемой, но тем не менее давление осуществляется. Поэтому и здесь тоже нужно сохранять холодную голову и не делать резких движений. Я всем желаю сохранить свои денежные средства. Антон Анатольевич, спасибо вам большое. Но, друзья, мы вам желаем не попадаться на мошеннические схемы. И самое главное, смотреть «Утро Якутии», быть всегда в курсе всех событий. До завтра.